тәуекел деп бастайық енді. Ең жақсы дәстүр, мен үшін үлкен бедел, абырой, қуаныш Олжекеңнің қасынан табылып, баяу басы баяғыда Мәскеуде оқып жүргенде 60-шы жылдары өмір бойы келе жатырмыз. Үлкен ағам, үлкен ұстаз, соған енді мен үшін үлкен тағы айтайын, үлкен бедел, абырой қасынан табылу Олжекең. Құтты болсын туылған күні, құтты болсын үлкен өзіне берген баяғы белгі, атақ. Соған енді рұқсат болса, я сейчас қазақша орысшамды қалайды, сейчас попробую гармонизировать. Я действительно на казахском языке как неважный такой щиток на коне. Утром десем, ол алып кетеді, сейчас я не могу быстро перестраиваться, но тем не менее попробую. Енді сол еңбек ері дедік, ұлттық қаһарман дейтін атақтар бар. Олжекеңнің сол істегендерін еске алсақ, Құдай шынымен ұлтымыздың тек қана мақтанышы емес, нағыз қаһарманы. Оған ешқандай дау жоқ. Я думаю, не может быть даже сомнений в том, что действительно, когда мы формировались вот в эти сложнейшие времена 60-х, 70-х годов, замечательно, по-моему, Агиль Шагиша сегодня говорил, каким чудом, что же произошло, что за солнечный луч попал в одну из квартир этого города, и вот мальчик-подросток вдруг вдохновленный, или же поддержанный, или же приведенный к исполнению большой исторической миссии, стал на тропу великого творчества, великого знания, гуманизма. Это было так своевременно для Казахстана 60-х, 70-х годов, потому что это было время потери очень многого. Закрывались казахские школы, вы это хорошо знаете. Это было время, когда мы не могли нормально общаться со своей собственной историей. Это время идеологизированной и такой расписанной, так сказать, тропы или наших путей узнавания своего прошлого, соответственно, не умея знать свое прошлое, мы не могли серьезно думать и о будущем. То есть это было время тоталитарное, это время было такой откровенной колонизации, которая, может быть, себя по-другому называла, но фактически, да, конечно, мы теряли себя как народ и были на грани исчезновения, как историко-культурная целостность. И вот тут нужно было, во-первых, избавиться от фрагментарности в нашем понимании истории, воспринимать нашу историю как целое движение. Значит, надо было ответить на вопрос, а где же она начинается, с какого времени. Нужно было разбить предписанные пространственные и исторические или временные пределы, в которые наша национальная мысль была вынуждена биться в них очень тесно. Фрагментарность приводила к тому, что о чем-то помнили, чего-то нет. Вообще, 30-е годы, коллективизация, голод, мы не могли об этом ничего говорить. Это было вот такое время. Нужно было против этого всего подниматься. И, конечно, все, что делал Жас Омарович, вдохновленные его соратники и ровесники, писатели, уход в историю, уход в другие пространства, все это приводило к формированию свободного национального самосознания. Вот Сомтан это дело, конечно, героическое. То, что Олжекең писал о Бауыржане Момышұлы, что он поднимал народ с колен, то же самое, пробуждая, поднимая народ с колен, Олжекең делал в отношении той среды, в которой он жил, в те самые сложные годы 60-е, 70-е годы 20 века. Там причин очень много, почему у него что за среда и так далее. Мы об этом много говорили. И антиядерное движение, и многое другое. Эти потрясающие открытия в истории культуры и так далее, взаимоотношений культур, взаимодействия культур. Это удивительные взлеты, озарения такой духовности в отношениях с большим историческим временем, и планетарным в том числе. Это все есть героизм духа, отвага духа и так далее.
Я совсем не к тому, чтобы каким-то образом оспаривать сегодняшнее решение о присуждении вам звания Еңбек ері. Но я-то знаю, что на самом деле вот ұлттың қаһарманы, ұлтымыздың қаһарманы Олжас Омарович, но я не хочу два понятия эти противопоставлять, но хочу сказать еще о том, что қазақтың құдаяу керемет жақсыбай сөзінде, рухани тәжірибесінде тағы бір мықты сөз бар. Ол сөз атақ емес, ол баға. Речь идет о слове кемеңгер. Кемеңгер. Кемеңгер – это сверхвыдающийся человек, а проще – гений. Гений. Қазақтың вот кемеңгер деген сөзі бар Олжеке. И былай қарасақ, это не оценка, но это не звание, это не медаль, так сказать. И кемеңгер никто не может присвоить, ни одно административное учреждение, ни один государственный или официальный лидер. Кемеңгер – это признание народом, обществом от высокого достоинства того или иного человека. Вот сегодня вот в этом зале это храм культуры, какие тут чудные были, постановка Абая, братья Абдуллины, великие певцы. Тут столько духовности совершалось. Это храм, это не просто помещение. Я предлагаю, помня о том, что сегодня говорили удивительные люди, достойные люди в хорошем, замечательном фильме Анвара Мустафина в самом начале. Вспомнив самих себя, как мы вставали с колен, как мы просвещались, как мы обретали уверенность в этой жизни. Ощущение, понимание того, что мы не случайный народ на этой земле, благодаря Олжасу Омаровичу. Я предлагаю вам сегодня вспомнить это слово. И вот саланы жақта отырған азаматтарды, амантайлар, сендер қолдасаңдар, біз мына бүгін дәл осы орта болып, просто қоғам болып осында жиналдық. Осында арқамызда бар осында болған үлкен азаматтарымыз. Біз Олжеке, сен кемеңгерсің деген. Сол осы сөзімізді айтсақ. Сенсің, білсін, халқымыздың кемеңгері. Бірақ кемеңгер ол енді, ешқандай ауырлығы жоқ. Кемеңгер дегеннің өзінде әр орденнің несі салмағы бар ғой, кемеңгер жоқ. Ондай бұл тек қана шынымен нұр, сәуле. Вот это свет, который с тобой, который от наших сердец, от нашей любви, от нашей просто огромной благодарности тебе, твоим родителям, твоему детству, твоей среде, этому чудному городу, который тебя взрастил. Вот таким оснастил для этой большой, мощной, могучей, невероятно продуктивной жизни. И эти перемены касаются не только узнавания прошлого, переустройства современности. Это, конечно, и сотворение нашего будущего. Вот тяпно кемеңгердің қолынан келеді, поэтому вот я половина зала сегодня сейчас, по-моему, поддержала предложение. Мы, как народ, как общество, можем это делать. А где еще? Кто может сказать живому современнику, сен кемеңгерсің деген? Ондай маған кім бере алады? Тек қана осындай басқосу, осындай жиналыс. Осындай, Олжекенің 80 жылында, Олжекен кемеңгер деген адам. Рахмет. Кемеңгеріміз бар. Кемеңгерім бар, қазақ халқы. Мәңгі қалып боласың. Кемеңгердің мойындарын алып Мы говорим о том, что мы здесь вот сегодня, мы говорим о том, что да, мы народ, который понимает, что народ, имеющий в своих рядах, в своей среде подлинного гения. Это очень просто. Это гений не что-то такое отрешенное и так далее, отдаленное от нас. Это наша жизнь. И раз он есть среди нас. Вот мы сегодня называем, я благодарю эти стены, они нам создали атмосферу, когда люди, Олжеке, совершенно спокойно воспринимают это. И я думаю, что Олжекенің ешқандай да қиналатын жоқ. Кемеңгеріміз аман бол, туылған күні құтты болсын, сол халқың аман болсын, және де барыңды салып, әлі де мына біздің үлкендеріміз айтқандай, алда көп дүниені әлі жасау керек. Сондықтан қастыңның табылып, осы жұрттың барлығы оған қасында болады деген көп. Аны кешіріңдер. Мен бұл енді ұзақтау сөйлеп кеткенімде, бірақ бір тарихи міндетімді, тарихи баяғыдан мен сезіп жүрдім. Я всегда чувствовал, что Олжас каких-то очень высоких определений достоин. Олжеке. Очень высоких. И вот сегодняшняя ситуация, она этому подвигла. Да, конечно же, мы здесь собравшись все вместе,
мы отдаем отчет себе в том, что мы делаем. Мы признаем его гением, живущим среди нас и формирующим нас, как народ, который с одного уровня поднимется на другой, потому что он ценит свои гении, своих больших сынов, великих сынов. И вот в тот момент, он говорит, что я эту такую торжественную, пафосную прелюдию завершаю. Не знаю, когда мне еще Бьерса была шахтата, мы еще новые термины, так сказать, еще найдем. А сейчас поработаем на этот народ, на эту землю, на этот дух, на это, чтобы, вот, потому что для чего поднимались с колен? Чтобы идти уверенно вперед. Вот соған барымызды салайық. И сегодня мы думали так, мы же так, что не то, что сегодня вот жақсы сөздер, оно не құттықтау сөздерді қабылдап, так сидеть довольным, так сказать. Вовсе нет. Вот эта часть наша, я просто, извините, что я гений себя так очень честно пристегиваю, нет. Но идея была в том, чтобы пусть он сегодня работает, вот на собравшуюся среду. Эта среда, назвавшая тебя гением, это уже другой народ. Это не то, что люди, которые пришли сюда вот в этот дождливый день, они отсюда же пойдут людьми, имеющими в своей среде, признавшими в своей среде настоящего гения. Вот давай попробуем вот эти свежие чувства укрепить каждым из нас. Он это все здесь видит. Но уже тоже не просто обладатель медали, а наш гений, наш настоящий посланец судеб. Для того, чтобы этот народ, весь народ Казахстана, в 20 веке столько перестрадавший, и так еще многопроблемно идущий в будущее, вот чтобы он обрел эту уверенность, горделивое шествие будущее. Вот что он